Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, это наше первое зачисление юридического колледжа. На специальность правоведения на дневную бюджетную форму получения образования на основе 9 классов у нас план приема составляет 25 человек. Подано заявлений 127, и 127 абитуриентов участвуют в конкурсе. Проходной балл составил 9,7 из 10 возможных. Полупроходной балл составил 9,6. Рекомендуется к зачислению 12 абитуриентов, которые набрали 9,7 баллов и более, а также 13 абитуриентов с полупроходным баллом 9,6, которые имеют преимущественное право в соответствии с пунктом 29 правил приема. И также предлагается считать не прошедшими по конкурсу одного абитуриента с полупроходным баллом 9,6 и 101 абитуриент, которые набрали 9,5 баллов и менее. У меня все. Спасибо. Вопросы к Олегу Михайловичу? Если нет вопросов, тогда кто за то, чтобы зачислить число обучающихся в колледже абитуриентов, кто против? Единогласно. Спасибо. Факультет международных отношений. Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, на специальность международные отношения, международное право на дневную платную форму план приема составил 120 человек, подавали заявление 160, участвовали в конкурсе 122 абитуриента, проходной балл составил 307, международное право 325. Рекомендовано зачислению 120 абитуриентов. Считать не прошедшими по конкурсу 2 абитуриента, которые набрали 273 балла и менее, но они спортсмены и также будут зачислены. Поэтому это первый протокол. Второй протокол. На специальность лингвостроноведения на дневную платную форму обучения план приема составляет 22 человека. Проходной балл составляет 291. Спасибо, Виктор Геннадьевич. Вопросы какие к декану? Кто за то, чтобы зачислить число обучающихся? Единогласно. Спасибо. Юридичный факультет, будь ласка. Декан сейчас находится на собеседовании, попросил меня доложить о рекомендации абитуриентов к зачислению. Специальность правоведение, экономическое право, общий конкурс. План набора составляет 148 человек, в конкурсе участвует 161. Проходной балл определился на уровне 299, но поскольку один абитуриент отказался от зачисления, то к зачислению рекомендуются абитуриенты, набравшие 298 и более баллов. Специальность политология, форма обучения дневная, платная. План набора составляет 25 человек. В конкурсе участвует 27. Рекомендуется к зачислению абитуриенты, набравшие 263 и более баллов. Специальность правоведение. Форма обучения заочная, платная. План набора составляет 53 человека. В конкурсе участвует 69 абитуриентов. Один абитуриент идет вне конкурса, поскольку имеет уже высшее образование. Итого на общий конкурс остается 52 места. Рекомендуется к зачислению абитуриента, набравшие 257 и более баллов. Специальность правоведение. Сокращенный срок обучения для выпускников учреждений среднего специального образования. Дневная платная форма обучения. План набора составляет 15 человек, в конкурсе участвуют 22. Рекомендуется к зачислению абитуриенты, набравшие 182 и более баллов. Правоведение тоже сокращенный срок обучения, также для выпускников учреждений среднего специального образования. Заочная платная форма обучения. План набора составляет 75 человек. В конкурсе участвуют 129 абитуриентов и рекомендуется к зачислению абитуриенты, набравшие 168 и более баллов. И, наконец, специальность правоведения, отдельный поток на базе высшего образования, заочная платная форма. План набора составлял 91 человек. В конкурсе участвуют 80 абитуриентов и рекомендуется к зачислению все абитуриенты, участвовавшие в конкурсе.
Спасибо. Вопросы? Тогда кто за то, чтобы зачислить на юридический факультет по данным специальностям? Единогласно. Спасибо. Физический факультет. Уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Дмитриевич, в текущем году на физический факультет план набора на дневную платную форму обучения составляет 10 человек по двум специальностям – компьютерная физика и физико-производственная деятельность, совместная программа БГУ ДПУ. Всего было подано заявлений от 14 абитуриентов. В конкурсе участвуют 10 абитуриентов. Рекомендуется к зачислению один абитуриент вне конкурса как лицо, получающее второе высшее образование. Таким образом, на общий конкурс остается 9 мест, и в общем конкурсе участвует 9 абитуриентов. Рекомендуется к зачислению 9 абитуриентов, которые набрали 259 баллов и более. Ну, можно отметить то, что на компьютерную физику минимальный балл зачисляемых – это 259, на специальность физика, совместная программа БГУ ДПУ – 271 балл. Все. Хорошо. Спасибо, Михаил Сергеевич. Вопросы? Тогда кто за то, чтобы зачислить на физический факультет по данным специальностям? Единогласно. Спасибо. Факультет прикладной математики и информатики. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, на специальности актуарная математика, информатика, компьютерная безопасность, направление математические методы и программные системы, прикладная информатика, направление программное обеспечение компьютерных систем, прикладная математика, направление научно-производственная деятельность, экономическая кибернетика, направление математические методы и компьютерное моделирование в экономике. На дневную платную форму обучения план приема составляет 75 человек. Подали заявление 96 абитуриентов, участвуют в конкурсе 89 абитуриентов. Рекомендованы к заключению один абитуриент, который имеет право на зачисление вне конкурса, это абитуриент, получающий второе высшее образование. На общий конкурс остается 74 места. В общем конкурсе участвует 88 абитуриентов. Проходной балл составляет 231, полупроходной балл составляет 228. Рекомендованы к зачислению 73 абитуриента, которые набрали 231 баллов и более. Рекомендовано к зачислению один абитуриент с полупроходным баллом 228. Абитуриенты Никончик, Семенович и Курьянович отказались от зачисления на предложенную специальность. Эти абитуриенты, как спортсмены, будут зачислены вне плановых цифр набора. Рекомендовано к заключению 2 абитуриента, набравшие следующие баллы, и считать не прошедшими по конкурсу 3 абитуриента, которые отказались от зачисления, и 11 абитуриентов, которые набрали 222 балла и менее. Хорошо, спасибо. Вопросы, Татьяне Валентиновне? Тогда кто за то, чтобы зачислить по данным специальностям на факультет прикладной математики и информатики? Единогласно. Спасибо. Механіко-математичний факультет, будь ласка. Добрый день, уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги. План набора на платную форму на мехмат на все специальности 40 человек. Заявление за все дни подало 52 человека, в конкурсе осталось участвовать 42 человека. Проходной балл составил 249. Рекомендуем зачислению 40 абитуриентов, которые набрали 249 баллов и больше, и 2 человека, которые остались за чертой, это 243 и меньше. И теперь вот по специальностям. Специальность компьютерная математика, системный анализ, 5 человек с указанными баллами. Вторая специальность – это математика, информационные технологии, направление веб-программирования. 25 человек с указанными баллами. Причем тут вот Андрей Ильич в прошлый раз спрашивали, что мы на собеседовании делаем, что не отказывают от бюджетных мест. Вот они вот сюда все и попали. То есть такими баллами, куда бы они на бюджет, на любое место проходили, тем не менее, вот такая ситуация у них.
И, значит, следующее – это математика, информационная технология, математическое обеспечение мобильных устройств – 10 человек с баллами 249 и выше до 312. И по совместной программе с Долянским университетом 5 человек с баллами 263 и выше. Все 40 человек, 2 человека остались просто под чертой. Ясно. Хорошо, Дмитрий Георгиевич, спасибо. Все, да, по специальности? Ну, это по дневной еще заочной. Давайте сразу, да. И, значит, на заочную форму у нас предлагается зачислить 16 человек с баллами 227 и выше на специальность математика, информационные технологии по направлениям и 5 человек с баллами 220 и выше на специальность математика, направление научно-педагогическая деятельность. И 11 человек в этом году остались не прошедшими по конкурсу на заочную платную, потому что вот такая сложилась ситуация. Ну, ясно. Хорошо. Вопросы какие у декана факультета? Тогда кто за то, чтобы зачислить абитуриентов в число студентов на мехмат? Единогласно. Спасибо. Факультет радиофизики и компьютерных технологий. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, на дневную платную форму обучения на факультет радиофизики и компьютерных технологий осуществлялся набор по 2 специальностям: компьютерная безопасность, направление радиофизические методы и программно-технические средства, и прикладная информатика, направление информационные технологии телекоммуникационных систем. На 2 специальности общий набор, общее число 20 человек, по 10 на каждую специальность. Подали заявление 36 абитуриентов. В конкурсе участвует 21 абитуриент. Проходной балл составил 251. Рекомендованы к зачислению 20 абитуриентов, которые набрали 251 балл и более. Считать непрошедшим по конкурсу одного абитуриента, который набрал 225 баллов. Но этот абитуриент по категории спортсменов, мы надеемся, что он будет зачислен по другой технологии. Все. Спасибо, Сергей Владимирович. Вопросы? Если нет вопросов, кто за то, чтобы зачислить на факультет данных обучающихся? Единогласно. Спасибо. Биологічний факультет, будь ласка. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, у нас происходило сегодня зачисление на специальности биология, направление научно-педагогическая деятельность, биология, направление научно-производственная деятельность, биология, направление биотехнология, специальности биохимия, микробиология, биоэкология, соответственно, на дневную платную форму обучения. План приема составил 125 человек, подали заявление 163 абитуриента, участвует в конкурсе 145 абитуриентов. Проходной балл составил 259, полупроходной 258. Рекомендованных к зачислению 124 абитуриента, которые набрали 259 баллов и более. Также рекомендован к зачислению 1 абитуриент с проходным баллом 258, имеющий более высокий результат по первому профильному испытанию. Хорошо, спасибо, Владимир Викторович. Все, да, специальности посмотрели? Угу. Кто за то, чтобы утвердить решение о зачислении? Кто против? Воздержался? Принято. Спасибо, Владимир Викторович. Факультет географии и геоинформатики, будь ласка. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, на факультет географии и информатики на дневную платную форму обучения шел прием по 6 специальностям. Это география по направлениям, информационные системы направления земельно-кадастровая, космоаэрокартография, геология и разведка месторождений полезных ископаемых, геоэкология, гидрометеорология. План приема составил на эти 6 специальностей 35 человек. Подали заявление 48 абитуриентов, участвует в конкурсе 45.
Проходной балл составил 194. Рекомендован зачислению 35 абитуриентов, которые набрали балл 194 и более, считать не прошедшими по конкурсу 10 абитуриентов, которые набрали 193 балла и менее. Хорошо, спасибо, Дмитрий Ярославович. Вопросы к декану? Кто за то, чтобы зачислить на наш факультет? Кто против? Единогласно. Спасибо. Дякую. Хімічний факультет, будь ласка. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, план приема на дневную платную форму обучения по специальности химии лекарственных соединений на химический факультет составлял 12 человек, было подано заявление, подали 25 абитуриентов, и проходной балл по итогам составил 323. Кроме того, по отдельному, это прием на химию лекарственных соединений по отдельному конкурсу, также по другому отдельному конкурсу с общим планом приема 22 человека осуществлялся прием на специальность химия по двум направлениям. Химия научно-производственная деятельность и химия фармацевтическая деятельность. Проходной балл составил 285. И предлагается принять 21 абитуриента на по данной специальности. Хорошо, спасибо. Все, да, у нас? Кто за то, чтобы зачислить на химический факультет данных абитуриентов? Единогласно. Спасибо. Економічний факультет. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, на экономический факультет на дневную платную форму обучения набор производился по 5 специальностям на общий конкурс. Подали заявление 230 абитуриентов, участвовали сегодня в собеседовании с деканом 205 абитуриентов. Проходной балл составляет 228, полупроходной балл 227. 5 абитуриентов сегодня отказались от зачисления на предложенные специальности, так как они являются спортсменами и будут дозачислены на те специальности, на которые они хотели. В связи с этим просим считать не прошедшими по конкурсу 5 абитуриентов, которые отказались от зачисления, и 46 абитуриентов, которые набрали балл 223 и менее. Ясно. Хорошо. Вопросы к Анне Анатольевне? Кто за то, чтобы зачислить обучающихся в число студентов на эконом-факультет? Единогласно. Спасибо. І інститут бізнесу. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, мы в этом году впервые делаем набор на вечернюю форму обучения, эксперимент. 20 мест было заявлено, участвовало в конкурсе 42 человека, осталось 38 абитуриентов. Проходной балл составил 226, полупроходной 225. Рекомендуется к зачислению 20 человек. Спасибо, Петр Иванович. Есть ли вопросы? Если нет, тогда кто за то, чтобы принять решение о зачислении? Единогласно. Спасибо большое. Ну, мы еще... Да, на сегодняшний день повестка наша вычерпана. Всех, кто был подрихтованы до залічення, уже вынесли свои пропановы.